Добрый день, уважаемые телезрители. Вы смотрите программу «Актуальное интервью». В студии работает Влад Давыдов. Государственное собрание Илтумен-Якутии 8-м очередным пленарным заседанием завершило работу весенней сессии. О том, какие наиболее важные и значимые для жителей республики были приняты законопроекты за это время, мы побеседуем сейчас с председателем Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Петром Гоголевым. Петр Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Влад. Безусловно, одним из самых ключевых вопросов повестки стала корректировка государственного бюджета Якутии на текущий 2019 год. Что об этом можете сказать? Последнее ли это изменение, корректировка в этом году, или будут еще корректировки бюджета на этот год? Я хочу начать с уточнения, если вы позволите. Да, мы провели весеннюю сессию 4 пленарных заседания. Но надо сказать, что, скорее всего, 8-м очередным пленарным заседанием мы не завершаем весеннюю сессию, поскольку вчера мы досрочно сложили полномочия нашего коллеги, народного депутата Республики Саха-Якутия Владимира Николаевича Черноградцева, который был назначен министром Арктики по делам коренных малочисленных народов Севера. Соответственно, мы должны назначить выборы по Арктическому избирательному округу. Скорее всего, мы еще соберемся. Главные, безусловно, были это утверждение отчета об исполнении государственного бюджета республики за 2018 год. Это обязательное требование, реализация контрольных наших полномочий и корректировка бюджета текущего года, государственного бюджета республики Саха-Якутия на 2019 год. Мы скорректировали его на 8 миллиардов 452 миллиона рублей. Это по доходной части, что касается. На такую же сумму мы скорректировали расходную часть. Основные расходы, которые нас ожидают в связи с корректировкой, это направление средств по программе устойчивого сокращения непригодного жилья для граждан, порядка 6 с лишним миллиардов рублей. Корректировка еще мы планируем, что будет в осеннюю сессию, но это будет зависеть от той ситуации, которая связана с деятельностью основных хозяйствующих организаций, наших промышленных организаций, и с учетом финансово-экономической ситуации в целом по стране. В июле мы или в конце июня мы планируем встретиться с финансово-экономическим блоком правительства Республики Саха-Якутия, чтобы обозначить направление нашей работы, какие-то, если есть риски, то тоже обсудить их и быть готовым к этому. Спасибо. Еще один важный вопрос, который был рассмотрен парламентом республики, касается льгот, налоговых льгот, установления этих льгот для жителей арктических районов. Как известно, это инициатива главы республики. Кого конкретно и на каких условиях касаются жителей Арктики вот эти льготы, и какой эффект, самое главное, ожидается от этого важного решения? Надо сказать, что и в стратегических документах Республики Саха-Якутия красной нитью проходит идея, и эта идея предложена главой Республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаем, где сказано, что наша основная задача – это борьба с бедностью. Борьба с бедностью, где 19% нашего населения находится за чертой бедности, и с этим мы должны бороться. Должны четко, внятно выстроить свою государственную политику, придерживаться этого и быть в этом последовательным. Мы приняли стратегию социально-экономического развития по инициативе главы республики. В ней отражены основные стратегические задачи, которые мы должны достигать. Кроме этого, у нас есть задачи, которые имеют территориальную обособленность. Это что касается, например, арктической зоны Республики Саха-Якутия. Вчера мы рассмотрели эту инициативу. Инициатива имеет две стороны. Первая обращена именно к жителям арктической зоны, вторая касается всех жителей республики. Что касается транспортного налога, освобождаются все физические лица, проживающие в арктической зоне Республики Саха-Якутия, на все виды транспорта,
Это не заявительный характер, то есть оно наступает автоматически. Я уверен, что это очень важный, нужный, своевременный шаг и своевременное решение. Порядка, по нашим расчетам, на 2018 год это порядка 30 миллионов, чуть меньше 30 миллионов рублей недополучит бюджет. Тем не менее, эти средства останутся на руках у наших граждан, да, и смогут улучшить их жизнь, качество их жизни. Вторая сторона вопроса, она направлена на списание тех долгов, которые возникли по транспортному налогу. Здесь сумма много серьезнее, 365 миллионов рублей. Это долг наших граждан по 2016 год включительно. Безусловно, долг он был, и принято волевое решение главой Республики Саха-Якутия, им инициировано. Государственное собрание поддержало эту инициативу, и мы считаем, что сделали правильно, когда списали эти долги. И, безусловно, надо сказать, что обременение 365 миллионов рублей – это серьезная помощь со стороны республики своим гражданам. Я надеюсь, что шаг найдет понимание среди населения. Тем не менее, надо тоже думать о том, что налоговые, неналоговые доходы, они составляют доходы бюджета. А за счет бюджета мы решаем много вопросов, которые стоят перед республикой, перед улусами, районами, перед городами. Нужно сказать, что при социальной ориентированности нашего бюджета эти средства, конечно, будут, если транспортный налог уже вот с 2017 года, 2018, мы будем их собираемость улучшать, то это будет, безусловно, положительный шаг. Спасибо. Наверняка многие якутяне с нетерпением ждали принятия еще одного закона о статусе многодетных семей. Авторами этого законопроекта стала группа депутатов, в том числе и вы лично. Этот документ получил поддержку главы республики и имеет финансовую составляющую. Да. Надо сказать, что вы правы, Влад. Этот закон ждали многие наши многодетные семьи. И здесь надо сказать, что мы в свое время создали постоянный комитет по делам семьи и детства, и именно руководитель этого постоянного комитета и члены этого комитета явились в основном инициаторами данного законопроекта. Это говорит о том, что правильная организация направлений работы парламента, он может привести к очень хорошим результатам. И этот закон, конечно, показывает, что мы движемся в хорошем, правильном направлении. Мы здесь уточнили статус многодетной семьи. Это только первый шаг. Мы сейчас на прошедшем пленарном заседании еще несколько законов, которые касаются семьи, отцовства, материнства, детства, рассмотрели. То есть это взаимоувязанные решения Государственного собрания Илтумен. Я поздравляю многодетные семьи республики с тем, что у нас принят закон. Есть льготы, которые до сих пор не пользовались многодетные семьи, в том числе это проезд совершеннолетних членов семьи, которые находятся на иждивении. Вы сказали, что это только первый шаг. Что ждет еще? Какие меры поддержки многодетных семей? На чем вы хотели бы акцентировать внимание? Основной тренд задал президент Российской Федерации в своем послании. И надо сказать, до того, как мы послание президента Российской Федерации услышали, уже на уровне высшего руководства республики были приняты решения. Это указ нашего главы Республики Саха-Якутия в этом же направлении. Это начало нашей работы над законопроектом о правовом статусе многодетной семьи. И мы собираемся вот это направление в законах, касающихся именно материнства, отцовства, детства, продолжить. Потому что, скажу, вот этот закон, он уточняет статус многодетной семьи. А конкретные льготы, конкретные решения, которые, на основании которых правительство будет принимать подзаконные акты о льготах, пособиях и так далее, они будут
в других законодательных актах. И мы сегодня, я как доложил, сегодня уже один из этих законов уже сегодня рассмотрели. Спасибо, Петр Васильевич, что ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Это был председатель Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Петр Васильевич Гоголев. Это была программа «Актуальное интервью». До свидания.